скажу вначале насчет того, что я отказался. Да, я отказался участвовать в твоем балагане. Теперь очередное твое разоблачение. Некоторые парматята пишут, но он оговорился насчет античности Средневековья. Но ваш предводитель так не считает. Здесь нет никакой ошибки. Я сказал, что первые университеты существовали в античности, а самый древний университет – это Болонский. Кто-нибудь объясните ему и его парматятам, что самый древний, слово он использует самый древний, что перед ним не может быть другого древнее. То есть самый древний означает изначально первый, самый древний. Но что делает парматенок? Когда я его зажал в угол, он добавляет новое утверждение. Тема видео была посвящена вопросу о самом древнем университете, существующем по сей день. И это Болонский университет. Именно это я искал. Нет, парматенок, ты это не имел в виду. Ты это добавил от себя, когда ты понял, что я поймал тебя. А теперь внимание, когда парматенку неудобно, международные организации, оказывается, верят в байку. Я прямо озвучил, что ЮНЕСКО и Книга рекордов Гиннесса поверила в фейку и легенде о так называемой Фатиме Аль-Фихри. Я прямо озвучил. А потом он приведет марокканского историка, а также статейки европейцев. Тут он верит, а научным мировым организациям тут он не верит. Они поверили байку. Внимание, парматята, запаситесь валерьянкой. Вдруг сердце прихватит. Парматенок заявляет следующее. Легенда о Фатиме – это поздний фейк. Археология противоречит этой легенде. А значит, и университет Аль-Кайрауин не может существовать с 859 года. А археология действительно говорит то, что приписал ей парматенок? По милости Аллаха, я нашел опубликованную работу археологов. Команда из марокканцев и французов. Ахмед Эт-Тахири, Абдулла Фили и Жан-Пьер Ван-Стевайля, француз. Об исследовании в Фессе. И что там написано? Исследователи относят первоначальное ядро мечети Аль-Карауин к 245 году хиджры, 859 год нашей эры. Итак, что сказал парматенок? Археология противоречит этой легенде. Получается удивительная эпидемия. ЮНЕСКО поверили в байку, рекорд Гиннесов поверили в байку, археологи поверили в байку, а один парматенок, YouTube эксперт, объявил, что он прав. И парматята начали ему аплодировать, оскорбляя меня, показывая тем самым, что они очень не хотят, чтобы я делал эту работу. Обращаясь к своим братьям и сестрам-мусульманам, знайте, что парматята не ищут истины. Они все равно сейчас, если в отместку не что-то новое придумает парматенок, будут аплодировать его глупости. Даже если парматенок сейчас выйдет в эфир и объявит вот это... Наверное, я в втором варианте, чуть был бухой, поэтому бреда понес. Они все равно будут ему аплодировать и говорить, какой ты наш герой. И снова, шах и мат, пармат и парматята.